Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Читаю с телефона. Алхамдулиллах, все хорошо. Сразу же отвечаю на ваши вопросы. Я тоже рад вас видеть, то есть читать вас. И рад вашему присутствию. Да, последнее время что-то я на природе. Ну так, лето. Решил выйти на улицу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Марш Дойл. Так, без особой темы, но решил показать себя, почитать вас и ответить на ваши вопросы. И уже сразу приступил к этому. Макка Яндарбиева. Да, последнее время что-то я не успеваю эфиры делать, занят своими делами, накопилось. И как тут уже заметили, в последнее время у меня эфиры получаются на природе. Природу я люблю, так же, как и вы. Мелхиборс, как слышимость? Мне тут микрофон подарили. Не Bluetooth, конечно, но я думаю, нормально пойдет для этой работы. Так, насчет ботов. Александр, спасибо за ответ. Мелхиборс, Баркалала, Рейсхую. Так, Оля, Мелхиборс, так, без тебя в прошлом эфире боты набежали, да? Настроение отличное, настроение хорошее. Звуки, картинка на высоте, да? А в Норвегии нет, не холодно. Тут или жарко, или прохладно. Ну, погода очень хорошая. И, как вы видите, вид тоже красивый. Сейчас. Как ты видишь будущее без России? Лично твое понимание. Как я вижу будущее чеченцев без России? Оно будет, у нас есть это будущее. Я всегда говорю, что без России мы сможем прожить, лишь бы нас оставили в покое. Вот дело в том, что вот нас сотни лет, вот эта Россия, наш сосед, не оставляет нас в покое. А так мы всегда жили лучше, чем россияне. И даже были генералы царские, там, которые говорили еще в то время, что их даже чума не берет. Во время чумы наш народ смог выжить. Ну, так же, как и другие. Вот. Мы умеем выживать в любой ситуации. И мы сейчас выживем, и это будущее у нас будет. Мы идем к этому, иншаллах. Это цель нашего народа, потому что мы натерпелись. Вот. Ничего хорошего мы от России, от Советского Союза никогда не видели. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мне тут и на телефон пишут.
И здесь вас читаю, то есть везде успеваю. Валикхан. Спасибо, дорогой. Мы тоже, то есть я тоже вас люблю, уважаю. Добрый вечер всем с Наурского района. Андрей Пузанков. Добрый вечер. Ну, у нас сегодня, сейчас, в данный момент день. Погода просто отличная. Буарскур, ва алейкум ассалам. Банда Фархада, да? Фархад от меня далеко живет, ну, где-то километров 600 примерно. Вот. Но как-то давно собираемся встретиться. То он не может приехать, то я не могу сейчас в ту сторону поехать. Но было бы очень интересно. Я сам чеченец, просто приятно слышать снова и снова наше будущее без России. Ну, как я говорю, это будущее, то есть будущее нашего народа обязательно будет без России. И как сегодня мы видим, весь мир будет уже без России, без вот этой сегодняшней России. Вот. И тем более мы, чеченский народ, мы много видели от России, испытали это на себе. Вот даже последние вот эти две русско-чеченские войны, вот, мы потеряли более 300 тысяч наших жителей, мирных жителей. Из них более 40 тысяч – это дети. То есть вот что сделала Ельцинская Россия и Путинская Россия. Поэтому мы убеждены, что скоро, уже очень скоро, будет поставлена точка между вот этими отношениями. Так что сегодня, что мы видим, бумеранг полетел в сторону России, против этой варварской России. Все вернулось обратно. Анзор, что думаете про события в Белгороде и про Легион Свободы России? Встречали вы их лично? Нет, я не встречал никого из них, но я очень много встречал наших братьев-мусульман, которые участвуют на стороне Украины, воюют против русских оккупантов. Встречал белорусов, там, туркмены и другие остальные, и, как вы знаете, чеченцы. А вот из этого легиона, нет, я никого не встречал. Но насчет событий уже на территории России, как я сейчас говорю, бумеранг полетел в их сторону, в сторону России. Это то, что Россия сегодня заслужила. Как говорили когда-то наши командиры, должна гореть не только наша земля, раз уж она горит. Пускай горит их земля тоже, пускай на себе тоже это почувствуют. Что такое война. Я не сторонник войны, но они принесли эту войну к нам, на нашу территорию, и сегодня воюют против украинцев. Так, чтобы воевать только на одной территории, чтобы этот оккупант, этот варвар воевал на чьей-то чужой территории, так не получится. И дай Всевышний, чтобы вот эта Москва, их столица, вот так же превратилась в то, что они превратили наш город, Грозный. Вот что я им желаю. После всего, что они натворили на чеченской земле, и сегодня вот продолжают совершать вот эти варварские акции против украинского народа. Анзор, они вас не оставят в покое, пока все Кавказские республики не обретут независимость. Вайпер пишет. Да, ты прав, но все Кавказские республики должны понять
осознать, что сегодня происходит, как Россия использует вот эти республики. Вот представьте себе, почему кавказец должен идти воевать, стать оккупантом и воевать против других народов за Россию. За что? Почему? Украина к нам, на нашу Кавказскую землю, не вторглась, не бомбила наши города, не убивала наши народы. Но Россия это делала. Как, к примеру, они делали в Азербайджане, как они делали в Грузии, вот, Осетия, Ингушетия, Абхазия. То есть вся земля кавказская горела. Не украинцы воевали, а воевала Россия. Поэтому мы, кавказцы, должны осознать, через что прошли наши народы и что на самом деле сегодня происходит. Если Кавказ будет свободным, независимым, иметь свое мнение, будет хозяевами своей земли, тогда они не будут отправлять наших сыновей, нашу молодежь воевать где-то в Украину или в какие-то другие горячие точки войны. Ислам, ты спрашиваешь про Полину. Я ее лично не знаю, но вот давай зачитаю вторую часть твоего вопроса. Она говорит, что во время Ичкерии не было никакого референдума, и что ичкерийцы врут про референдум. Во время Ичкерии, как говорится, прошли выборы. Надо знать историю. Если не знаешь, надо ее учить. Врать историю мы не сможем, никто не сможет. Прошли выборы, первые выборы. Выборы президента Чеченской Республики Ичкерия. Народ избрал Джохара Дудаева. Потом прошли выборы в 1997 году, и народ избрал Аслана Масхадова. Вот. То есть наша власть всегда спрашивала у народа, что они хотят, и учитывали мнение народа. Пускай лучше говорят про вот эти псевдореферендумы, которые якобы проводили вот эти марионетки в лице Кадырова и других марионеток. Вот. Они же заявляли, что там в каком-то году было, 2003, да, что якобы народ провел референдум, хотя никто никого ничто не спрашивал. Они также заявили, вот эти марионетки, российские спецслужбы, их СМИ, что вот они избрали президента Чечни, как они говорили. Сейчас, секунду, мне звонят. Секунду. Алло, Собрила. Алло, хозяин. Валикум ассаламу алейкум баракату. Дал везель. Гейнуанс. Эфир я шу, прямой эфир. Дейрок, прямой эфир, я канал я шу койше. Цаха тардуя. Дал молодыкник хирду. Шек да дöyldaц, döylaдац. Садена, мечаду. Шии, да? Вай хуйцером до хоси юрчу. Кстати, 2 дрона подарили. Вот. Разговариваю вот сейчас по телефону, только что позвонили. Так что люди работают. Иштундук. Хуериза. И я там поправки от 17-й год. Я с разницей, но zu sayet язык, sayet язык мою, так кана мекштуи, да, что метки ханни аль-хаттати. Кем дат?
Да, der яйти царством талан яйти все-таки. Dik verdu. Çuval, havulçu. Çufuy. Давай там маршал Луцига. Самага. Met köyzeri Skøyen. Hovedgård. Да. Хайлате улк. Сокуза улк. Дигду. Да. Давай так, чуауса. Давай маршалу, давай тобой. Салам алейкум. Я извиняюсь. И продолжаю. Валейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Так. Оля, насчет, я даже не хочу о них говорить, просто такое решение. Насчет оппозиции, вот как ты пишешь. В России сегодня нет оппозиции, нету ее. Я уже много раз об этом говорил. Вайпер, брат, вот ты пишешь, почему дагестанцы, чеченцы, ингуши, черкесы, балкарцы и многие другие народы слишком пассивно взаимодействуют между собой. Какая причина? Причина в том, что не могут осознать, что на самом деле сегодня происходит. И, конечно же, с другой стороны, Россия делает все возможное, чтобы у нас был раздор среди кавказских народов. Вот в чем причина. Не было бы России, мы жили бы нормально, жили бы, как сказать, как надо, как следует. Мелхеборс, Дейлер Саламар Шалхуил. Алан Азад. Сейчас я скажу про это. Россия враг 100%. Макка, я вообще не врубаюсь, о чем тут речь. Скажу одно, мне просто интересен, я интересен. Нет, здесь речь о сегодняшних событиях, об истории чеченцев, истории чеченского народа. Для меня сегодня важно, чтобы подрастающее поколение, наше поколение, изучало нашу историю, изучало наши ошибки. Потому что без изучения этих ошибок и без осознания этих ошибок мы не сможем двигаться вперед. Для чего я провожу эфиры или там делаю какие-либо видео. То есть сохранить эту историю, и чтобы эта молодежь смотрела, и чтобы знала настоящих виновников того, что произошло с нами, с чеченским народом, с истинными виновниками. Вот такая у меня цель. Валейкум ассалам, рахматуллахи баракату.
Мастер. Насчет, как там было, выпить чай свежий. Хорошей компании на своей свободной земле. Иншаллах, этот день наступит. Вот. Но самое главное, где бы мы ни были, мы любим свой народ, свою родную землю, уважаем другие народы. Вот. И остаемся быть теми, кто мы есть на самом деле. Вот. Никто нас не сможет сломать, повернуть или перевернуть. Мы по воле Всевышнего мусульмане, мы чеченцы. И будем оставаться такими всегда. Иншаллах. Оля, Анзор, так с кем нам придется договариваться после Путлера? Как мы от них будем отделяться? Люблю свой дом всем сердцем, но с соседом нам не повезло. Да, нам не повезло с соседом нашим. Это варвар, это оккупант, это агрессор, это убийца. Вот. А с кем договариваться? Ну, по ходу, как мы сегодня видим, скорее всего, уже ни с кем. Получается так. Я хочу и надеюсь, что эта страна, вот такая большая территория, развалится на мелкие кусочки. Вот тогда она не будет никому угрожать. Легко нападать на маленькие народы, легко начинать или навязывать войны, вот как произошло это с нами. К примеру, территория России огромная, мы это всегда знали. Население там 145 миллионов, а у нас в то время было там 1 200 000. 1 200 000. Но со всеми вот своими ресурсами, всеми ресурсами, мы противостояли и били врага. Их били хорошо. Ирина, читаю ваш комментарий. Чеченцы, оппозиция, вы должны сейчас как один кулак против кадыровцев и федералов. Не ссорьтесь, как хотел достойнейший Джохар Дудаев, первый наш президент. Ну, я сейчас подчеркну, что мы не оппозиция. И вот второе, не федералы, а русские оккупанты. Не кадыровцы, а вот манкурты и самые мерзкие существа. Вот. Мы не ссоримся с нормальными. Мы уважаем истинных вот, своих соплеменников, свой народ, уважаем тех, кто с чистым намерением совершает, делает шаги, что-то полезное для нашей борьбы и для нашего народа. То есть можно даже сказать, для нашего общего дела. Я думаю, считаю, что вы из Украины. Вот. Сегодня мы, чеченцы, украинцы, ведем совместную борьбу. Мы сегодня на вашей стороне. И мы готовы быть на вашей стороне до конца, пока мы не одержим победу. А далее, после этой победы, а она будет обязательно, мы будем дружить. Синдикат. Валейкум ассалам. Анзор, как ты думаешь, когда мы вернемся в Даймох, то есть в переводе на нашу отчизну? Когда мы станем едиными, сейчас решающее время для нас, шанс, чтобы освободить наши земли. Знаете, все произойдет тогда, когда захочет этого Всевышний. Но это произойдет лишь тогда, когда мы сможем на самом деле объединиться, люди,
которые вот действительно переживают за нашу идею, за наш народ. Вот, вот только тогда. Ну, к примеру, я и раньше говорил это, я вспомнил 96-й год. Как тяжело нам было, скажем, лето 96-го года. Российские оккупанты совершали зачистки, убивали наших граждан. Вот, ежедневно, десятками, там, сотнями забирали, убивали, пытали, сжигали, живьем закапывали. Но мы смогли объединиться в июле 96-го года, и по воле Всевышнего мы смогли провести крупнейшую операцию по освобождению нашей столицы, города Грозный, затем Джохар, вот, и одержать победу над русскими оккупантами. Вот когда вот Аллах Всевышний дает победу, победу борцам, победу героям. Когда будет это единство, вот тогда и будет и победа, иншаллах. Тут хорошо написали: Анзор, почему, зачем с дьяволом договариваться? С дьяволом не надо договариваться, и мы больше не будем с ними договариваться. И никто не собирается с ними договариваться. Дьявол есть дьявол. Надо добивать этого дьявола. Обезглавить. Анзор, ты можешь представить себе, чтобы Люля, то есть имеется в виду Кадыров, младший, Люля его называют в народе, это его кличка, вот, чтобы он стрелял из гранатомета по БМП? Никогда. Никогда. Он не участвовал ни в каких боях. Не участвовал. Так. Subscribe and like. Здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас видеть. Потому что пишешь не по теме. Кто кому там пишет. Что там случилось. Насчет, когда восстанет народ, когда этого захочет Всевышний. Но восстанет. Люди уже открывают глаза, не только чеченцы, но и люди на Кавказе и вообще во всем мире. То есть сегодня открыто говорят, кто есть варвар, то есть Россия. Читаю ваши комментарии. Кстати, как называется это место, я только что по телефону говорил насчет дронов. Вот, место называется Skøyen Hovedgård. Это в Осло. Очень старое место, кстати. Здесь была дорога, проходила здесь дорога, и она построена где-то, скажем, 1000 лет тому назад. Это во время викингов, ну, вообще давно. Шамахи, я тоже радуюсь, когда вас читаю. И вот так нахожусь перед вами. Анзор, зачем ты говоришь свою локацию? Меня дроны охраняют. Нет, все нормально. Алхамдулилlah. Мы что, должны прятаться? Ладно, там остерегаться, но не прятаться.
Нет у нас этого в крови. Валикан, так, Ханм 73. Анзор, расскажите про своего отца. Ну, знаете, как-то неудобно бывает говорить про отца. Неудобно, но подтолкните меня, могу рассказать, ответить на ваши вопросы. Попроси, пожалуйста, своих модераторов не удалять комментарии. Да, кстати, это уже обращение к моим модераторам, к нашим братьям. Бывают такие вопросы, где я смогу ответить, или по любому случаю, если я считаю его провокационным, я проигнорирую этот вопрос, провокационные вопросы. А так, я попрошу вас только удалять, скажем, оскорбления, там, вот примерно такие комментарии. А все остальное, там, даже провокационные вопросы можно оставить, а оскорбления сразу же удалять. Кто-то хочет Люлю замочить, то есть Кадырова. Мол, якобы Анзор нельзя у украинцев одолжить Байрактар и, в общем, Кадырова убить. Так, всему свое время, может, уже сам убьется, не выдержит вот этого давления, тем более, как я раньше говорил, в последнее время, вот это существо село на какие-то препараты, сильно действующие, наркотические, опух, распух такой, и ему сейчас действительно нехорошо. Сейчас он скоро сам убьется. Да, subscribe and like, мат и оскорбления сразу же удалять, а другое можно все оставлять. А я зинчу будешь вот subscribe and like. Вайпер, про боевые действия расскажи, в которых ты участвовал. Ну, я не был таким воином, чтобы там рассказывать о каких-то боевых действиях. Да, участник Первой русско-чеченской войны. Ну, я к тому, что я сейчас говорить об этом не хочу. Тому есть причина. Но вот первые бои были с 94 года. Вот. Я имею в виду то, что если я что-то сделал на войне, во время Первой русско-чеченской войны, мне было сколько, 17-18 лет, вот, я все делал это во имя Всевышнего и, конечно же, ради нашей идеи, ради нашего народа. А не так, чтобы там книги писать, мемуары писать или там рассказывать про это. Джахар Дудаев. Анзор, когда вы были в Америке, отец в Конгрессе выступал, он был дважды в Америке, официальный визит. Как я помню, как Россия против этого была, вот этих поездок. Вот, да, я находился рядом с отцом, было много встреч с конгрессменами, там, с нашими братьями-мусульманами. Вот, это разные организации. И участвовал в исламской конференции, руководил этой конференцией даже. Вот такую честь дали нашему президенту, чтобы он руководил
этой конференции. Как говорится, по-кавказски поставили тамадой. Ну, была очень интересная поездка. И я был рядом с ним во время всех этих поездок. Там Татарстан, на хадж, Саудовскую Аравию, там Малайзия, Турция, Грузия, Азербайджан, Москва во время подписания мирного договора. Вот. Грузия. Вот. Так, сейчас, секунду. О чем речь? О сегодняшних событиях. Вот. Россия, оккупированная Чеченская республика Ичкерия, Украина, история, вот, отношения России против наших вот, народов. Так, успеваю везде, извиняюсь. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Alhamdulillah, Дико. Andrew from Siberia. Начни с того, ты кто? Чеченец я. Чеченец. Кто я? Боскурт 94, вот пытаясь найти, что-то я не вижу вопроса. Ислам. Анзор Моусар Бараев Ляцна Ал-Хума Дуиха. Был ли ты с ним знаком? Я слышал историю от чеченцев, что он похищал людей и просил за них выкуп. Бакдуи. Ну, сначала надо разобраться в имени. Я никогда не слышал, чтобы Моусар Бараев занимался кражей людьми. Я этого не слышал никогда. Варяг, спасибо, дорогой. Огромный привет тебе из Сибири пишут. Очень приятно. Ну, я тоже, можно сказать, вот родился в Сибири, на Дальнем Востоке. Отец был военным тогда. Вот, начинал службу, уже будучи артиллеристом. Вот там я и родился, на Дальнем Востоке. После мы переехали в то время еще в Ленинград. Он там окончил академию артиллерийскую. Вот, окончил на отлично. И, кстати, вот эти знания ему пригодились во время русско-чеченских войн. Сейчас, секунду. Вайпер, кем я был, артиллеристом или, ну я сейчас скажу, пехотинцем там или корректировщиком. Так, что это у меня с камерой-то? Сейчас, секундочку. Кем я был, да? Ну, начинал я свой путь, будучи охранником начальника главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. То есть был в его охране и был самым первым его охранником. Я помню тот день, когда в 93-м году он пришел с работы вечером
зашел, в руках у него в одной руке АК-74, 5,45, а в другой руке подсумок. Подсумок, там было 4 магазина и 2 гранаты. И, в общем, коротко вот так говорит: с завтрашнего дня, с утра, ты будешь рядом со мной. Поехал, приехал. Вот с тех пор вот я был рядом с ним. Участие там, в боевых действиях, ну, считай, как пехотинец, да. Ну, при главном штабе. Потом во время войны приходилось даже изучить компьютер. Представляете, идет война, там окружение, выходить из окружений. Изучил компьютер, радиосвязь, потом устанавливали вот эту радиосвязь на всей территории республики, вот через эти блокпосты кое-как там проходили. В общем, у нас была очень хорошая связь в то время. Так, subscribe and like. Расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь? Работаете ли над чем-то? Да, конечно, работаю. Да, есть планы, есть идеи, и никогда не остановлюсь. Времени, можно сказать, и не хватает на все это, на то, что хотелось бы сделать. Как я раньше говорил, да, у меня были работы над книгами, но сейчас у меня как-то руки не доходят и времени мало. Работаю над разными проектами. Просто так, сложа руки, не сижу. И так, алхамдулилlah, все получается, все хорошо. Аллах рейсу хатам. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Saifuddin. I'm very glad to see you, my brother. Manfred Wolf, Andrew from Siberia. Так, ты кто чего сюда зашел? Он, видимо, ориентацию потерял. В общем, координаты не те набрал, видимо. Subscribe and like. Смотрю на вас, и сердце радуется. Взаимно. Спасибо, очень приятно. Вайпер, значит, радист и связист сразу сказал бы так. Ну, я говорю, это было уже в 96-м году, когда я изучил компьютер, вот, радиосвязь, изучил более, то есть это кодировка, это не просто там старые там радиостанции. У нас было другое Motorola, там Alinco, Icom, разные. Так, subscribe and like. Расскажите, пожалуйста, немного о книге. Ну, я, конечно, сейчас не хотел бы рассказывать про книгу, именно детали про нее. Ну, обязательно закончу, потом распространю, иншаллах. Так, Мелхиборс, интересный вопрос. Сейчас мы не затронули эту тему, но это очень интересно. Так, Анзор прокомментирует ситуацию со взрывом Каховской ГЭС. Чудовищная трагедия произошла. Искренние соболезнования всем украинцам. Да, от своего имени, от нас, вот моих братьев, сестер, приносим свои искренние соболезнования. Мы знаем, что такое война. Мы знаем, что такое война, жертвы, трагедия. И мы ощущали то же самое во время вот этой русской агрессии на нашу территорию, когда русские убивали наш народ. И да, они подорвали вот эту ГЭС, Каховскую ГЭС, именно совершили теракт. Вот. Я просто вспомнил один случай.
Первой русско-чеченской войны. Это было где-то в 95-м году, в январе. Помню, зима была. В общем, у нас в городе находится водохранилище. Вот вечером приехали вот грузовики, военные машины, российские военные машины, и что-то вылили в это водохранилище. Но они учли, русские спецслужбы учли, что люди, которые находились под бомбежками и артобстрелами в столице Чеченской Республики Ичкерия, брали воду только из этого водохранилища, то есть пили эту воду. И после того, как российские оккупанты совершили вот такой вечерний визит, вылили какую-то жидкость, какие-то вещества в это водохранилище, люди начали болеть, умирать. Вот. Хорошо, что это быстро разошлось в населении, вот, среди чеченцев, и уже потом перестали пить оттуда воду. То есть Россия пойдет на все, на любой теракт. Вот, представьте, как эти варвары в 99 году подорвали свои дома со спящими людьми в разных городах, российских городах. Затем они обвинили нас в этом, чеченцев, ради того, чтобы развязать и навязать нам войну, чтобы объявить, вот чеченцы подорвали эти дома, убили сотни мирных граждан, они виноваты, они убийцы, и вот таким образом они нас начали убивать, навязав нам войну. Они пойдут на все. Никаких договоров, по голове, вот, бить и добить, чтобы эта тварь больше никогда никому не угрожала. Нашим соседям, ни другим. Да, они пытаются там громкие заявления делать, вот мы на Польшу, там, Финляндию нападем. Да кое-какое место развяжется. Россия не сможет этого сделать. У России нет армии. Мы это доказали. Сначала чеченцы показали, сегодня показывают украинцы. И добивают вот эти остатки той армии, когда действительно когда-то была там армия при Советском Союзе, потому что мы там были, мы, народы, другие народы. Вот. Нет у них вооружений, все вооружение это старье, этими булавами там, и другими там ракетами, никто их не боится. Вот. Все ржавое, все не летает, взлетит, потом упадет. Так что они сами для себя очень опасны. Победа будет. Сейчас, секунду. Subscribe and like, я видел комментарий. Хорошо, долго нам ждать ее выхода. С вашей помощью. То есть речь идет про книгу. Ну, я понял это. С вашей помощью. От вас тоже нужна помощь. В чем-то, где-то. Вот. Мелхибор, Санзор, я себе представляю, как ты был рад. Я думаю, что это был один из лучших дней в твоей жизни, брат. Я не понял, про какие дни ты говоришь. Им, наверное, скорее всего, про то, что я говорил, участие в Первой русско-чеченской войне. Но, конечно же, да. Потому что даже осознавать то, что ты участник там вот таких важных событий, защищать свою землю, это очень важно, и это радовало, понимаете? Не обязательно воевать с оружием в руках. Как мы говорим, если человек болеет за свой народ, за все эти события, он может помолиться Всевышнему или же совершать свою священную войну или ручкой, или словом, или же молитвой, или же тем, что у тебя есть, будь это финансовая помощь, или там будь помощь одеждой, медикаменты, еда. Все это мы называем участие в джихаде, то есть в священной войне.
Да. На Казахстан хотели после Украины, говорят. Не долезут, не доползут. Иншаллах. Ансаров. Хороший вопрос. Это меня беспокоит годами, уже более 20 лет. Анзор, почему все так плохо в нашем войнахском обществе, что все разделились на разные общества. Даже в Норвегии нету должного братства. Да, все это, скорее всего, вот началось, как российские спецслужбы вот добились этого, они смогли это сделать, надо это признать. Когда закончилась Первая русско-чеченская война, мы начали делить друг друга. До этого такого не было. Но весь этот раскол пошел после Первой русско-чеченской войны. И мы опять же совершаем вот эту ошибку. И сегодня мы делимся. И даже вот среди нас есть такие мерзкие провокаторы, которые нас делят. Ну, я имею в виду из числа чеченоговорящих. Там есть такие, которые нас делят. Там кто-то бородатый, кто-то не бородатый, кто-то там шариатчик или там ваххабист и так далее. То есть используют те же самые ярлыки, которых нам подкинула вот эта российские спецслужбы. Мы повелись на них на самом деле. Я не знаю, вот я скажу свое мнение, мне больно смотреть на это. Мне больно смотреть на это. И именно поэтому Аллах Всемогущий не дает нам вот эту победу, которую мы ждем. Именно поэтому. Потому что мы не можем должным образом объединиться, прислушаться друг к другу. Ведемся на какие-то громкие речи, какие-то заявления, высказывания, верим каким-то там крохоборам, вот, аферистам, там, провокаторам. Да, у меня есть там идеи, есть концепция, вот, есть предложения, но насколько я вижу, мы сегодня к этому не готовы. Не готовы. Мы должны уметь отделять правду от лжи. Нам нужно быть справедливыми, чтобы признавать свои ошибки и в прошлом, и сегодняшнем времени. Вот тогда, признав вот эти все ошибки, мы сможем что-то сделать. Самая сильная любовь – это любовь к своей родине. Я расскажу один случай. Ну, скажу, где-то лет 5 тому назад мне позвонил мой знакомый. Он живет в Европе и спрашивает: Анзор, я сейчас еду домой, надо ли что-то сделать? Может, что-то привезти оттуда? Я так послушал его, я говорю: нет, спасибо, тут, можно сказать, все есть. Единственное, что я хотел бы, чтобы ты сделал, пожалуйста, привези вот нашей вот этой родной земли. Он поехал, и через какое-то время он приезжает обратно и звонит мне: вот я ездил, приехал, хочу с тобой встретиться. Он мне привез землю, вот, в таком кульке, вот эту землю привез. Мне было очень приятно. Да, мы очень сильно связаны с нашей землей, с нашей родной землей. Мы ее любим, мы ее ценим и ценим то, что происходило на нашей земле. Этому нас научили наши предки, наши отцы, деды, прадеды. Все они прошли вот через все эти трагические события. И вот можно сказать, из-за этого, скорее всего, мы вот так ее любим.
потому что мы все участники каких-то событий, или будь это войны, или будь это насильственные выселения. Скажем, мой отец родился в Казахстане, вот, и они испытали на себе вот этот акт терроризма, геноцид, потому что он был рожден на чужой земле, куда выслали его отца. Вот. Он вернулся, и представляете, ему, то есть я сейчас говорю про отца, вот его поколение, пришлось еще пройти через 2 войны, через 2 российско-чеченской войны. И сегодня мы, вот мое поколение, скажем, да, мы испытали на себе вот эти 2 войны, и мы еще не знаем, что произойдет потом. Мы, чеченцы, вот, зная нашу историю, всегда говорим, что каждые 50 лет с нами что-то происходит из-за вот этих действий России, нашего такого подлого соседа. То он насильственно нас выселяет, то вешает ярлыки, потом навязывает нам войны, и затем убивает. Но, иншаллах, все идет к концу. Скоро все закончится. Закончится, иншаллах. Вот как мы любим свою землю. Джохар Дудаев. Так, Мелхиборс. Я имел в виду тот момент, когда Аслан взял тебя в охрану. Для меня было бы честью стоять рядом с отцом, даже если он не был бы президентом. Тебе выпала благородная доля, дорогой брат. Но благородная доля выпала тем, кто смог когда-либо в своей жизни вот что-то сделать для своего народа. Вот, помогать своему народу, защищать свой народ. Я сейчас еще случай расскажу, Мелхиборс. 94 год. Россия делает все возможное, чтобы мы, чеченцы, начали войну внутри вот себя, чтобы чеченец убивал своего брата, то есть чеченца. Было такое тяжелое время. Нас, да, разделили там, на оппозицию, там, на сторонников Джохара Дудаева и так далее. И вот эту оппозицию поддерживала Россия специально. Давали деньги, давали форму, давали оружие, сначала стрелковое, затем уже бронетехнику, БМП, БРДМ, танки дали, затем вертолеты дали, вот, и дали вот помощь, даже самолеты из Моздока. Это было то время, июль, август, сентябрь, когда все это начинало уже кипеть. Вот, отец вызывает меня, я вот стоял в коридоре, он вызвал меня к себе, зашел в кабинет, он опустил голову, так думает, но я понял, что он сейчас что-то скажет, и скажет что-то важное. Ну, по лицу определил. И потом он мне говорит: ты можешь поехать в такой-то район? Называет этот район. Ну, как я могу сказать нет? Я говорю: да, смогу. Хорошо, поедь туда, передай в устной форме вот это таким-то людям, а там у нас были добровольцы. Вот, им нужно было передать кое-какую информацию. И я что, сразу снял с себя форму, автомат, все там положил, но никак не мог оставить гранату. Взял с собой гранату, F1, кстати, и поехал. Поехал в гражданке, на автобусе. И вот что я хочу рассказать сейчас, к чему дойти. Еду такой, а там стоит блокпост этой оппозиции. Я выглядываю из окна автобуса и вижу такую же молодежь моего возраста.
Потом это еще ничего. Я увидел там своих одноклассников и задумался, что же сейчас происходит. Если что-то сейчас начнется, то нам придется стрелять друг друга. Вот о чем я подумал. Мои одноклассники. И я понимал, я осознавал, что мы на правильном пути. Потому что мы были на пути нашего народа. А народ хотел свободы, свободы от России. А те обманулись из-за там денег, из-за того, что им дали автомат. Вот. В то время модно было как бы одеть форму, там, автомат в руках держать и так далее. Вот, обманулись. И обманулись вот этой России, которая потом уже в декабре вторгнется в нашу республику, назвав нас бандитами, всех чеченцев, и начнет варварскую войну, в которой погибнут более 100 тысяч мирных жителей. Вот о чем я подумал. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Читаю комментарии. Тут здоровается. Кстати, из Казахстана только недавно говорил про Казахстан. Мы считаем Казахстан своей второй родиной, родиной наших отцов, матерей, потому что в основном родители наших, людей моего поколения, родились во время высылки, вот этой насильственной депортации. Так, тут спрашивают на чеченском, я переведу и скажу на русском языке. Ислам пишет: во время Ичкерии, до того, как началась война, были преступления у нас и похищения. Это делали российские наемники, спрашивают. Ну, я не скажу, что наемники. За этими преступлениями стоят российские спецслужбы. В основном. Потому что я даже фактами могу рассказать. Вот 98 год, антитеррористический центр Чеченской республики Ичкерия проводит операцию, это было в районе Катаяма, в городе Грозном, чтобы вызволить похищенного. И проведя вот эту успешную операцию, там была перестрелка, из гранатометов стреляли. В общем, разоружили эту группу и вызволили из плена вот этих похищенных. Потом оказывается, что этой группой возглавлял, сейчас скажу, Адам Дениев. Адам Дениев, то есть российский спецслужбист. Кажется, звание даже у него было полковник. Вот. И он открыто работал на эти службы. Многие о нем знают. И, кстати, был убит чеченским сопротивлением в прямом эфире. Вот. Были также много таких имен, которые доказывают и подчеркивают, что именно российские спецслужбы стояли за этими похищениями. Братья Ямадаевы, Кадыровы, вот, и многие другие, которые в основном занимались этими похищениями. А делалось это именно для того, чтобы потом, уже начав там войну или чтобы начать ее, они могли обвинить нас в этом, то есть чеченцев, чтобы обвинить в этих похищениях, в этих преступлениях. И всегда наше правительство, наша власть предлагала и России, и всему мировому сообществу, чтобы создать международную комиссию по расследованию вот этих преступлений, чтобы доказать и узнать, кто стоял и стоит за этими преступлениями. То есть у нас было очень много фактов. К примеру, даже
убийство сотрудников Красного Креста. Это произошло в декабре 1996 года. Они были расстреляны в Атагах, село, Новые Таги. Вот. Люди, вооруженные люди в масках заскочили там в госпиталь и убили вот сотрудников Красного Креста. И потом наша сторона, власть Ичкерии, доказывая, обращалась к России. То есть мы называли конкретные фамилии, кто стоит за этими преступлениями. Нет, обвиняли нас, чеченцев, в этом. На меня напали. Валейкум ассалам, брат. МММ. Валейкум салам, брат из Таджикистана пишет. Брат Анзор, я как мусульманин, я переживаю за ваш народ. Я знаю, что на тебя напали со всех сторон. Брат, держись, мы с тобой. Не отвечай им, не падай на их уровень. Мы с тобой, брат. Брат, мне очень приятно за адекватное вот такое обращение и мудрое обращение. Я благодарю тебя. Мне очень приятно. Да, им не удастся утащить нас на свой уровень, потому что они там профессионалы, и в любом случае, имея навыки, там, имея свою хитрость и подлость, они нас там могут добить. Пускай такие остаются на своем уровне, а мы будем на своем. И будем заниматься другими делами. Я не хочу обращать на них внимание больше. Вот, и тратить на них время, драгоценное время. Кто-то там пишет насчет 300 тысяч мирных жителей, а не 100 тысяч. Я скажу этому умнику, во время Первой войны, как я говорил, именно не надо переворачивать мои слова, было убито более 100 тысяч мирных жителей. Во время двух войн было убито более 300 тысяч мирных жителей. Из них более 40 тысяч детей. Так что надо слушать внимательно, что я советую. Вайпер, ты в первую войну Хаттаба встречал? Если был с ним знаком, можешь сказать, какой он был человек? Ну, да, я помню, когда он приехал, помню его с 95-го года, видел его. И что я могу сказать о нем? Он приехал к нам в Чеченскую республику Ичкерия как доброволец, а не так, как говорят об этом и преподносят российские СМИ и их спецслужбы. Он не был там наемником и так далее. Нет, он приезжал к нам в качестве добровольца, как и другие наши братья из Кавказских республик или из других стран. Да, их было немного, как обычно преподносят российские СМИ. Их было мало на самом деле, но были. Хаттаб был, скажем, зациклен на войне против России. Вот что ему хотелось в первую очередь: сопротивляться, воевать против России. Так, я скоро уже буду завершать эфир, уже более часа. Дочитаю ваши вопросы. Ну, иншаллах, увидимся, встретимся. Готовьте вопросы. Я буду очень рад ответить на них. Так, чтобы в первую очередь
чтобы мы смогли сделать что-либо такое хорошее для нашей истории, для нашей молодежи, которую хотят использовать в своих целях разного рода там провокаторы. Я бы сейчас, да, рассказал бы про Ногайский батальон, да, ну, много было братьев разных, даже не хочется делить там кабардинцы, балкарцы, там, азербайджанцы, ногайцы. Мы, конечно, никогда этого не забудем за оказанную нашу помощь. И даже, знаете, это не только помощь для чеченского народа и чеченского сопротивления, это помощь всему Кавказу. Вот. Помощь всему Кавказу. В то время, во время вот этих двух войн, на самом деле мы сдерживали самого подлого и вот этого бесчеловечного варвара, чтобы этот варвар не напал на какую-либо другую республику или страну. Если, представьте себе, там, Россия победит Украину, да, чего она не сделает, то следующим будут другие страны или республики. Россия не остановится никогда. Манфред, так, когда с Фархадом будет стрим? Я очень надеюсь, скоро, и буду рад, иншаллах. Ладно, сейчас я уже завершаю. Мне было очень приятно. Ну, я что-нибудь тоже в следующий раз найду красивое местечко. Еще сколько-то месяцев будет длиться лето. Обязательно увидимся, иншаллах. Будут вопросы, пишите. Вайпер, то же самое, то, что я сказал сейчас про добровольца Хаттаба, ну, можно сказать и в адрес Абу Валида. То есть все они участвовали в русско-чеченской войне как добровольцы. Они не были наемниками, им не платили мы. Вот. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Хорошо, еще раз благодарю. Держитесь. Держитесь. Все будет хорошо. А держаться мы будем, иншаллах. Другого выхода нету и пути тоже нету, иншаллах. Джахар Лудаев зачитает твой комментарий последний. Анзор лазить в трубах – это стихия вашего падишаха. Чего падишаха? Нет у нас падишаха. Нету. Это не падишах. Ну, я понял, о ком ты говоришь. Это пустое место на самом деле. Он просто имеет название. Ничего из себя не представляет. Всего хорошего. Мира вам. Берегите себя. Берегите свое здоровье. Иншаллах, все будет хорошо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.